информационная программа «Вести Кудым Карвилиш Тианкат», студиян Ирина Батуева. Бур рыд джен даталония тема изъелыш. Округа Юралыш оттялась буручпанда сельское хозяйство иш передовик кезас. Ленинский баскетболист с учета вылын вермым местом спортсмены скориса орсныцы скалан команда. Талун округлан делает черты министерства, он чествует и сельское хозяйство иш медбур уджалыщезас. Кариш министерство он талунакшиса инки эскаднашетиса сельское хозяйство он аслана щекет уджин вылын показателез. Компермятской округлан делает черты министр донтис да атялыс передовик животновод дезес. В частности, у нас здесь лучшие операторы машинного доения по итогам 2018 года и лучшие животноводы по откорму молодняка. Вот мы с ними пообщались, они рассказали о себе немножко, кто где живет. Оказалось, что ряд из них являются участниками государственных программ по социальному переустройству себя, в частности по улучшению жилья. Один человек, значит, участвует в программе газификации, то есть получил природный газ и газифицировал свой дом, да? Панташем было локтиса округлан уна хозяйство из ишуджалышез, будес наколасыш уна каддавын пуктиса нуатам мога. Кышторечиса инки из пода асня один радейтана, сенникачам мадик ужнила осков. Таяшнис куканис да мысс сбыт пришарадан примитаны ащинес дожирайты исчезныса. А если уже привыкаешь к селу, куда уже ты уедешь? Я уже все, я уже без коров никуда. Когда-то с родителями ходили на ферму, потом сами начали работать. Уже все связано. Я так не представляю работу без животноводства на деревне. Дома на выходных посидишь, уже не можешь, уже все, уже колотит тебя. Да, надо быстрее уже на ферму. Наверное, все связано. И корма, и доярка, и руководство, все это взаимосвязано. Но если по процентам разделить, вот, допустим, хороший корм он дает 50%, и 50, наверное, уход. То есть одинаково. Да. Так обращаешься с животным. Сельское хозяйство вылым показатели стыдал на колхозники злан уджин, кытан кычне ферма из вылым пожитыдны кыч шогма выштыны унаев. СПК Россия виджасас хозяйствон 1600 даска кмысас, тик 1000 пыра фуражная злан лыда, сиджа быттана молодняк и пода осляйвала. Унаев ныг дариш округлашитын татыш мысоккез. Колем года колхозом выштится 1000 тоннез. По году мы надоили в нашем хозяйстве 6,5 тысяч тонн молока на одну фуражную голову. Если считать в общем по нашему хозяйству, надоили 56 тысяч тонн молока. Средняя цена реализации молока на 1 литр составила около 22 рублей, а общая сумма 121 миллион. Россия навузалась, когда с миллион было яй, тыртиса год лишь пашкет план, надой е содиса, а вот ее было дон эйз веши. Хозяйство шета сия, когда свитрубан. Выполнили за 2018 год наши условия, это продали 10% от фуражного стада поголовья. Были проданы телки и нетели, реализовали именно в Пермском крае. У нас купили наши крестьянско-фермерские хозяйства, купили другие хозяйства, все остались очень довольны. У нас у некоторых уже телились эти нетели и дают уже молоко. На сегодняшний день мы доим где-то 16,5, но до 17 чуть не дошли, как бы, это суточная дневная воловка молока. А на одну фуражную голову это где-то 17-18 литров. Фермезиш дожирайта мыссыз очлан вердена жмыкан кукурузан и щетина колана витаминнез. Нывка из лакадна неважен пиалиса, щетина шоянгат пиж, сия мыссыз радейтана медиона. Писа любита на шойны. Эксянатты кудимира няньца любитам шойны. Сиди мыссыз, писа вичина. Конечно, не катая щетам нашу, но вичина он юрин цептамаш. Мир фин его таким грамм, чтобы мыка. Вы не только для нас, для народа. Тава колхозники звучат на пода османа кормвала. Тава негожман мысли за спондаса вердны откодя. Медбывыштыны унаев. Сейчас идет круглогодично монокорм.
То есть однотипный тип кормления. В летнее время мы в этом году уже не планируем выходить на зеленые корма. То есть в летнее время мы будем также кормить, как кормим зимой. То есть только грубыми кормами силос, сенаж и концентраты. То есть на зеленый корм выходить уже не будем. Результат – это очкосья петный бур, тат еще в пыр высшая категория, и совершенствует она не только молочный комплекс. Медбукуканни с шогмиса крепоташ да здороваешь, Россия бочтится вельготки же УЗИ-аппарат. Ся мычала быдас мейкол дадный специалист изла. Мониторовала петена быдас показателез. Виль технология из хозяйства медшер мог дисколасын. Именно этим комплексе сайен, и буржик оламс да перспектива сельское хозяйство. Ирина Батоева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. А еще буршетано куканье спонда комплексез. Советнима колхозен это лощече кола на внимание. Сельское хозяйство он уч пыр тырмамви, нелькитов коста у джосчин медоч фермезен. Татан быдлун коло бычыма верден да дожирайтны пода борщань. Куканье сдамасы шерен виджетлана специализированный уджалыщез. Советнима колхозен подалан лыт сода. Это пондаша чулалам годовалый лощатам виль телятник. Двор построили в 2018 году, буквально за 3 месяца, июнь, июль, август. В сентябре, в октябре двор запустили. В настоящее время здесь 200 голов. Телятки сюда поступают 6 месяцев, и да, воду здесь. Корм раздается миксером 2 раза в сутки. За телятками присматривают 2 рабочих, то есть подталкивают, подметают. Ну и буквально все как бы такое, особенно тяжкой работы здесь нет. Куканя спондала щетамеш бычам условиез, быдлун вежаны кокуфт, щетаны чистой вада колана шоян. Ветеринарес чулатана осмотрез, кадна коста щеталаны витаминнез да подкормкез. Медбу куканец берде эскушаша шогаттез. Шонуджик луне запода освечавла на тара, кышторечиса фермала нуджалышез, мысез лишь поголовье маданы соттыны, этапонда анышани лощатаны колана условиез. В планах Ольги Ивановны еще построить телятник, также вот на 250 голов. Удой на корову у нас 17,5 на коровку. Медбу куканье шогмиса крепоташ этапонда лощатам торья места, когда он суфтатам колана оборудование. Родильное отделение он талунялуна оланы не отигда смыс. Нышерен кычмаммес борщань бычама виджетланы, чулатаны колана процедурез. Вот это у нас сухостойный двор. Здесь у нас находятся сухостойные коровы, нители глубокостельные. Здесь у нас за 2 недели до отела мы их отделяем по группам. Работает здесь у нас 1 работник, телятница, которая ухаживает за ними, смотрит, когда у них отелы. Вот. Ветеринар здесь работает, тоже приходят, все свои работы профилактически делают, смотрят за коровами. Монокорм заносят. За месяц у нас здесь на комплексе рождаются 40-50 голов телят. Колхозен пода асрадейтаны, лощатаны не понда бычам условиез. Гожем быт заптаны шоян, бурщатаны комплексез, боштаны вильда анняша оборудование, когда лепта подалыш лыд да показателез. Татьяна Ганюкова, Александр Рябков, Вести, Кудымкар. Физическая культура и спорт округын зоратына Вильмоза, Кудымкарын чулалысы выездные совещания. Компермянский округлан дело черты министерства, панташи сакват муниципалитетиш представителез, спорт черт юралищез и Пермской край спорт черты министра свежищ. Аны краевой власти чулатся выездные кустовые совещания округлан территория Волын. Это совещание-семинар, где мы в рамках диалога слушаем своих коллег, которые развивают направление спорта и физической культуры. Ну, также делимся с ними информацией, которой мы двигаемся по концепции развития спортивной подготовки не только в Пермском крае, но и в Российской Федерации. Задача стоит не только это систематически занимающийся спорт, как массовый спорт, а также подготовка спортивного резерва на уровне не только Пермского края, но а также на уровне Российской Федерации и международного уровня.
Спортлан министр и ачес юнадонта округлан спортсмены за спортивные успехи и суфтата коллега Зоджин мог сохранить результаты да отсавны бытман муниципальное образование за что он полосла. Тренер изловила тысячи защитно достойной заработной плата и лощетный перспективный фундамент. Сегодня эти единые рекомендации утверждены трехсторонней комиссией. Они и прописаны в трудовом договоре, что, вернее, в трудовом кодексе, что отраслевая система оплаты труда в регионе и в муниципалитетах разрабатывается с учетом этих единых рекомендаций. До 2018 года в единых рекомендациях не было отрасли физической культуры и спорта. В течение 2018 и на 2019 год отрасль физической культуры и спорта представлена. Семинар совещания в спортен уджалище щети сауна обытко дюалым. И то речится проблема эзен, когда поднал на том спортсмены злиштуй. Диалог косташок ми сюжетно тачана моггез. С коллегами обсудили все вопросы, которые возникают в переходе на спортивную подготовку. Задали они нам вопросы, мы им ответили, а также объяснили, в каком направлении будем двигаться дальше, на каком уровне находится Пермский край сегодня по переходу на спортивную подготовку. А также проговорили о проектах, которые есть в Пермском крае и в Российской Федерации, об участии муниципалитетов в этих проектах для того, чтобы повысить количество систематически занимающихся спортом. Медбы модернизируют на спортивной отрасли края Щуралыща злышится территория из фонда «Дорожная карта». Кучапыр на спортивные мероприятия из финансовый отсет, вильвешем из спортивного учреждения из фонда программы из физическая культура, методическое сопровождение того счета событ муниципалитетен. Мы посетили до этого город Березники, дальше мы были в Чусовом, и таким образом мы распределяем свои поездки, когда мы в одном городе центральном собираем ряд муниципальных образований, близлежащих, так скажем, городу Кудымкар. Вопросы возникают, совершенно одинаковые. Это сохранение социальных льгот и гарантий у тренеров при переходе в организацию спортивной подготовки. Что же собой сегодня представляет организация спортивной подготовки? Какие риски будут в случае, если школы останутся в системе дополнительного образования? И, естественно, мы еще информируем их о связи Центра спортивной подготовки, о совместной деятельности спортивных школ и федераций по видам спорта. Мы охватим все муниципальные образования Пермского края. Модернизация он этшом старчит спортсмены зловили стимул для сапанташемен вели уджит мог. Я думаю, это совещание очень было полезным для представителей спортивных школ, для учредителей. Это как минимум был заместитель главы администрации муниципального района. Мы должны шагать в тренде модернизации спортивной подготовки, спортивного резерва. Вот на это и было направлено сегодняшнее совещание. Бур надежда, он еще риса тренеризла. Не готовыш быттын спортын вильвермищезас. Кыр абуне кучам пыкат. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. А быттын спортын вермищезас округын кужана. Очланча сюжетлан героя тала бур пример. Ленинский штом спортсмены скориса Орсна Москва ищ баскетбольный клуба. С самых первых минут, когда взял в руки мяч, Герман Антипов понял, что хочет связать свою жизнь с баскетболом. Сейчас в арсенале молодого человека огромное количество медалей и кубков. И это несмотря на то, что ему 12 лет. Этот кубок я получил в селе Ленин за соревнования по баскетболу по 2005 году. Первую игру мы играли с Юсьвой, проиграли где-то 10 очков. Потом играли с Самкова, проиграли 1 очко. Я там хорошо выступил, набрал больше всех очков в команде, и мне дали этот кубок. Награды как в местных состязаниях, так и в краевых. Есть и победы в других регионах России. Совсем недавно, рассказывает Герман, получил приглашение из высшей лиги вступить в сборную ЦСКА. Талант в молодом человеке увидел бывший игрок, ныне тренер Вячеслав Федорченко. Мне, как говорили тренера, что у меня хорошее видение площадки, хорошая техника, хороший бросок. И
хорошие данные. Тренируется молодой человек и в местной школе. Кстати, здесь уклон сделан на физическое воспитание. Ученики выезжают на соревнования по многим видам спорта. Но такое предложение получил первый школьник. Школа гордится за таких ребят, за таких учеников. В спорте первый случай вот такой у нас. У нас спортивная работа в школе очень сильно развита. И отведено много часов на спортивную работу и направления разные. Это баскетбол, легкая атлетика, общая физическая подготовка. И больше внимания уделяется, конечно, баскетболу. Ребята выезжают на районные соревнования и в крае выступают. Сейчас как построен спортивный комплекс, с края приезжают к нам команды. И показывает хорошие результаты, высокие. По словам родителей Германа, пока в Москву ехать не собираются, ведь жить там негде. Сначала планируют закончить школу и подать заявку в баскетбольный клуб «Парма», а уже после покорять столицу. В спорте мы всегда только за. Везде стараемся его и вывозить, и чтобы он играл хорошо, и в школе стараемся от всей души, чтобы он успел. Разговариваем с егошним тренером Павлом Гундовичем Голге. И, конечно, хотим, чтобы он приглашал, по-моему, в клуб «Олимпиец», потому что он тоже частично их там тренирует. И пока ездим только на тренировки туда. В планах самого Германа стать лучшим игроком не только в России, но и показать свои возможности на мировом уровне. Я хочу дальше продолжать после школы играть за какую-то команду. Хочу потом пробиться куда-то. Сначала поиграть в Парме, в ВТБ, а потом идти в НБА. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Коммунальное предприятие «Уджалище» з висотен тротуари далече на крыше звылищ лым. Не только техника отсетен, но и вина амортизан инициатива. Отсала висет на каричкерку из уна лымшань. Тава коммунальщики спешно сыкат куштев. Висет на уна квартира керку из крыша юрез. Петана мецмев мортез. Уже очищено порядка 20 тысяч квадратных метров. Основные проблемные участки — это северная сторона многоквартирных домов, это входные группы. Очистка производится в некоторых местах, если обильное снегообразование произвелось, то полностью на всей части кровли, да. Если имеются какие-то снежные заносы, то есть в этом случае только снежные заносы убираем. И, соответственно, в тех местах, где может представлять угрозу жизни людей. Личный нёльсов до метра жда лым або безопасный. Сен уджалище злащата на керку из гагар страховка. Щини на ветлатище щерн и нюжата на гордлентез. Уджалан сечам методан медб сылатам избергачу последствия зан. Если близко ходят люди, особенно дети, конечно, надо убирать. Убирать надо. Но не знаю. Только хочется, чтобы не так брякали. После них шифер ломается, листа наступает, и вода бежит в квартиры. Я на 3-м этаже живу, и у меня эта проблема бывает. Кудым карн эмашкерку из Каднагагар и Эны Кольчина Шоггез. Коммунальное предприятие «Уджалище» скоро на олищезас лоновнимательные зан лым джимля лым коста. Такими проблемными участками на сегодняшний день являются это Плеханово, дома 27-29, строителей, это строители 1, 3, 5, 7. На сегодняшний день проводится работа по спуску снежных масс с кровель многоквартирных домов, расположенных как в центре города, так и в микрорайонах, то есть в Интернатовском поселке, в Юрино на Быстром, 12-й микрорайон. Частный сектор олище засиджа корона аскада весетны керку ясличка решаез. Щакытлым вермаздойдны оланин и отерас. Карн это учбер да кучишиса эше не буденнес, а вот добросовестные эскерисани. Эмаш весетам, но эше и уна весеттам крышаюрыз. Матынка да кыркар шариш лымбыцан весетаса техника вуджас периферия. Кучка сена весетищез быда сло аскером сроккеза. Пешеходной туез остырта. Все пешеходные зоны будут очищены
Либо силами дворников, либо, если нет возможности, то силами дворников. Если же есть возможность подъезда техники, будут очищены техники. Лым чимлялым шерты уджыз оман карпаштая шабу керымыш. Сен отирас корна берегитна ашныса. Виджетны не только Коккезуфта, но и Юр Вевдера. Ирина Батуева, Александр Рябков, Вести, Кудымкар. Радейтымлын вежалунын ытамыдыс поздравляйтыны талун. Уна томгоз ялыддена вежа Валентин вешелун. Бур пым чувствуезлым праздникын. А вот гытрашны эта дата томмез остермаша. Заксын регистрация сталун абу. В нашем муниципалитете эта дата никоим образом не вызывает никакого ажиотажа, проходит всегда ровно. И если выпадает на день регистрации торжественных, которые мы проводим по средам и пятницам, то самое большое количество, это было в 2014 году, было 5 пар. Это была пятница. И, скорее всего, это даже не из-за дня влюбленных, а просто, может быть, зеркальность даты дала такой вот результат. День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране с 2008 года и набирает обороты с каждым днем. И более того, день празднования этого Дня семьи, любви и верности совпадает с празднованием нашего замечательного города. И немало семей находится у нас, которые желают зарегистрировать свой брак именно в эту дату. Так, по закону, не ранее, чем через месяц назначается регистрация, а теперь еще вот такой период не позднее года. Это дает дополнительную возможность молодым людям, которые, например, работают где-то вдалеке и не могут в одно время прийти и подать заявление. Сейчас эта возможность у них появилась, благодаря поправкам в наш 143-й федеральный закон. Святой Валентинлан вежалун отир кожналны тамыдла Валентинкез, шаломоккез дабаитына радейтым елиш. Миян съемочная группа питалась кариш улица извыла методны кычам кожинез вечишена кудым кариш олишез это вежалуна. Какой праздник отмечается 14 февраля? День всех влюбленных, День Святого Валентина. День Святого Валентина. День Валентина. День влюбленных. День влюбленных. Кого будете поздравлять и как? Маму буду поздравлять. А как? Ну, подойду, поздравлю, может, открытку куплю. Детей, мужа. Делаем открытки. Своего молодого человека. Как поздравите? Не знаю, еще не придумала пока. Всех. У меня много мальчиков дома. И дети, и муж. Всех буду поздравлять. Друг друга. Да. Какой подарок вы подарите своей девушке? Это не важно. Поздравлять маму. Я буду поздравлять всех своих родных. Буду поздравлять маму, потому что одна у меня одна. Какой подарок вы считаете самым оригинальным в этот день? Ну, как всегда, Валентинка, сердечко, но и любовь, конечно, свою к ближним, к детям, к мужу. Подарок какой-то, там, коробка конфет с видом сердечка или медвежонок. Сделаны своими руками. Это был Мианталум Будес, а Джишлтадж Вильпанташамадж.